Пушкин, Малевич, Мунаката, Марина Эшба, Фазиль Искандер. Какое разное время и какие разные люди. Что же может их объединять? Объединяет всех маленькая хрупкая женщина, замечательный художник Варвара Дмитриевна Бубнова. Какой-то мудрец сказал: «Счастлив тот, кто любит работу, которая наполняет его жизнь». В этом смысле я очень счастливый человек. Только наша работа, только наши труды дают нам скромное, но устойчивое счастье. Варвара Дмитриевна Бубнова родилась в Петербурге в 1886 году. Ее детство и юность проходили в имении деда в Берново, где помнили о том, как дважды посещал имение Александр Пушкин. А мать Бубновой была знакома с Анной Керн, адресатом стихотворения «Я помню чудное мгновение». Семья Бубновых была музыкально одарена. Две сестры, Мария и Анна, учились в консерватории. Варвара же с детства любила рисовать. Она закончила рисовальную школу, а затем Петербургскую академию художеств. В 1917 году она стала работать в Московском историческом музее в отделе древнерусских рукописей. Изучение иллюстраций древних документов было давней мечтой художницы. Еще учась в академии, Варвара Бубнова подружилась со своим однокурсником Владимиром Матвеем, который впоследствии стал ее мужем. Латыш по происхождению, Матвей был один из тех молодых художников, которые активно искали новые пути в искусстве. Его влияние Бубнова ощущала на протяжении всей своей долгой творческой жизни. Вместе они путешествовали по Италии, Европе, Африке, где в музеях изучали изобразительное искусство разных народов. В этот период Бубнова общается с такими людьми, как Маяковский, Малевич, Бурлюк, Татлин. То, что касается Бубновой как художника, ее стиля, то, конечно, это явление такое уникальное в русском, в мировом искусстве. Она принадлежала к русскому авангарду, это вот начало XX века. И потом, значит, вот у нее пошел такой стиль как бы экспрессионизма, то есть она как бы не порывалась вот этими традициями, корнями авангарда. В 1918 году младшая сестра Бубновой, Анна, вышла замуж за японца и уехала в Токио. Через 4 года Варвара Бубнова с матерью поехала в Японию навестить сестру и родившегося племянника. Она собиралась остаться в Японии всего на несколько лет, чтобы изучить японское искусство. Однако жизнь рассудила иначе. Бубнова прожила в Японии до 40 лет, оставив заметный след в культуре страны восходящего солнца. Анна Бубнова-Оно заложила основы русской скрипичной школы в Японии. Ее ученики снискали мировую славу. Варвара Бубнова, изучив японское искусство, совершенствует технику литографии на цинке, в которой тогда еще не работали в России. Сама она так пишет об этом периоде. Меня особенно привлекло искусство XIV-XVI веков. Это живопись черной тушью, так называемая суйбокуга. Японские пейзажи кажутся космическими. Вы видите маленький кусочек жизни и в то же время чувствуете, что это часть необъятного большого мира. Черное на белом – это как фуги Баха и никаких украшений.
Основной темой произведений Бубновой в Японии становится жизнь простых людей. Ее главные сюжеты – это земля и человек, человек и океан. Она искала в японских характерах общечеловеческое, то, что наблюдала вокруг, живя много лет в окружении японцев. Графическая работа с использованием туши, пера и кисточки. Эта работа называется «Дорога через деревню». И, как вы понимаете, работа написана в 1945 году. Это в разгар война, Великая Отечественная война, возможно, еще продолжалась, во всяком случае, в Японии. И она показывает несколько, возможно, опустевшие села и вот эти вот здания, и дорога, которая как бы почти пустынно уходит через деревню. И как будто она хочет сказать, что из-за страха неба, из-за, возможно, какие-то вот военные действия, может быть, деревня опустела, так же, как и пуста дорога. В Японии состоялось 6 персональных выставок Варвары Бубновой. Все японские критики сходились в одном – в ее работах не было экзотики и вообще ничего напоминающего поверхностный взгляд иностранца на жизнь и обычаи другой страны. Она смотрела на японскую жизнь доброжелательными глазами русского человека. Бубнова полюбила Японию и ее народ, изучила японское искусство и его приемы, и при этом осталась русской художницей, писала о ней Ирина Кожевникова, исследовательница творчества Бубновой. Известный художник Японии Мунакато Сико в книге отзывов на выставке Бубновой писал восторженно. Если бы меня спросили, кого я больше всего почитаю в Поднебесной, я бы ответил – Бубнову. Какая чистота и тонкость художественной манеры, какая высокая человечность. Я преклоняюсь перед правдой ее творчества. Японцы были верными ее друзьями, потому что она была верна и русскому искусству, и японскому искусству. И Япония и Россия для нее в равной степени были родиной. Вот Бубнова была для них таким пророком русской культуры. В 1923 году в Токио произошло страшное землетрясение, в результате которого погибло 150 тысяч человек. Семья Оно не пострадала, однако дом был разрушен. В огне пожарища сгорели все картины Варвары Бубновой, и надо было все начинать сначала. Однако ей не удавалось зарабатывать на жизнь одной лишь творческой деятельностью, и поэтому она вынуждена была пойти преподавать русский язык и литературу в университете Васеда и Токийском институте иностранных языков, и достигла в этом деле высокого совершенства, воспитала несколько поколений японских русистов. В 20-х годах Бубнова занялась иллюстрированием переведенных на японский язык произведений русских писателей. Японские журналы публиковали ее иллюстрации к произведениям Пушкина, Достоевского, Гоголя, Чехова. Она была человеком энциклопедических познаний. Она наизусть знала всего Пушкина. Не только поэзию, но и, извините, прозу цитировал, потому что она была, в общем, там пушкинистом. И многие ее ученики, они перевели, и, там, скажем, Евгения Онегина. Представьте, Евгений Онегин в переводе на японский язык, там Достоевского один из ее учеников перевел всего. Там профессор Курода, например, тоже известный, в общем, человек, тоже очень много переводов было сделано. И они относились к ней, конечно, с большим почитанием, с большим. 36 лет жизни в Японии. За плечами ученики в литературе и живописи, а самое главное – свой собственный неповторимый стиль – синтез европейского и восточного искусств.
А за это время в России были разрушены христианские святыни, прокатилась волна репрессий. Страшным катком по людским судьбам прошла война 1941 года. Свою жизнь в Японии я могла бы назвать счастливой, если бы не мысли о родине, которая меня так тянула, что каждый пароходный гудок пробуждал острую тоску. Провожать Варвару Дмитриевну пришли ученики, коллеги, знакомые и близкие, среди которых она пользовалась непререкаемым авторитетом. Впереди была новая, уже другая жизнь. В 1958 году сестры Бубновы поселились в Сухуми. Этот выбор был не случайен. Во-первых, здесь жила их старшая сестра Мария, ну а во-вторых, по их собственному признанию, природа Абхазии была похожа на японскую. Мне нравится здешний народ. В них есть что-то теплое и детское. Познакомилась с двумя поэтами. Один имеет уже книгу с названием «Горные тропы» с очаровательными вещами об Абхазии. Если у вас не достать, я вам пришлю. Его зовут Фазиль Искандер. С Варварой Дмитриевной я познакомился почти сразу, когда она приехала в Сухуми. Сама она произвела замечательное впечатление не только своими работами, которые мне показались очень значительными. Мне так кажется, от долгого пребывания в Японии она сама слегка напоминала японку. Как будто бы как-то вот человеческий облик приспосабливается к той среде, в которой он живет. Наше правительство назначило мне хорошую пенсию как лектору университета города Токио, имеющему 30-летний стаж. Но я хочу работать в Абхазии как художник и внести свой труд в область искусства Абхазии. Для этого мне необходимо иметь хотя бы небольшое помещение для моей работы. На знаменитой Платановой улице города Сухум стоит дом номер 34. В этом доме 20 лет жила русская художница Варвара Дмитриевна Бубнова. Сюда из далекой Японии к ней приезжали ученики. Здесь коротали свои вечера молодые художники и писатели Абхазии. Сегодня здесь живет совсем другая семья. Когда Варвара Бубнова приехала в Абхазию, ей было уже за 70. Но она энергично включилась в местную творческую жизнь. Но можно было отвести душу. Я тогда, например, увлекался Хлебниковым, увлекался Востоком, буддизмом, дао-дэ-дзином и такие. Но, естественно, мне было очень интересно, потому что у нее даже были подлинники работ Мунаката. Это известный Мунаката-сан, японский художник, известный в Америке в то время. И они вместе в одно время, в общем, работали в Японии. Я думаю, что она была глотком воздуха свежего, кислорода, понимаете. Одним из первых друзей в Сухуми для Варвары Дмитриевны стал молодой, тогда еще писатель Джума Ахуба. Наше знакомство началось вот так. Моя повесть и рассказы вышли на японском языке.
А потом, значит, я как-то услышал, что в Сухуми живет женщина, художница, которая жила, работала в Японии. А меня, конечно, очень удивило, как это в Сухуми живет художница, русская художница, которая работала в Токио. Я, конечно, сам пришел к ней, а вышла, значит, небольшого роста. Она, конечно, уже была пожилая женщина, очень вежливая. Я сказал, вот такой-то, пишущий человек. Она обрадовалась. Я привел с собой на японском языке. Она удивилась, как абхазский вот идет на японский язык. Довелось познакомиться с Варварой Дмитриевной и абхазскому искусствоведу Азе Аргун. Уже много лет хлопочет она по поводу музея сестер Бубновых. Было день рождения Варвары Дмитриевны. Я была просто потрясена. Понимаете, вот меня поразило, вот я пишу в своей статье, вот ее яркие голубые глаза. Понимаете, они были по-молодому такие яркие, вот у нее глаза светились добром. Именно это я прочитала в ее лице, во всей ее маленькой хрупкой фигуре. Все, кто знал Варвару Дмитриевну, отмечают ее удивительную простоту в общении с людьми, доброту и деликатность, какое-то философское спокойствие и мудрость. Она была каким-то очень молодым человеком, понимаете, как вот Маяковский когда-то написал, у меня в душе ни одного седого волоса. Вот примерно так, вся седая, вся такая даже прозрачная была сама по себе, вот светилась она, как Будда, если можно так сказать. И помню вот этот свиток Мунаката, как раз Бодхисаттва там был изображен. Она очень любила Абхазию, очень любила. Особенно природу любила. От нее была аура доброты. У нее глаза, как малыша, слушай. Она вот так смотрит, как ангел. Ангел. Может, от доброты, наверное, она прошла почти 100 лет. Дом Бубновых в Сухуми был маленьким островком Японии в Абхазии. На стенах висели картины японских художников. Почти все предметы обихода были из страны восходящего солнца. Постоянно приходили письма, а потом стали приезжать в Сухум и ее японские ученики. Они приезжали в Советский Союз, чтобы именно ее увидеть. И какие-то лекарства полностью они привозили, обеспечивали. В общем, все же она и привыкла и к этому рациону, питанию. И привозили все, и рис, и сою, там именно японские, понимаете, там. Ну, могли привезти там японские виски, саке, естественно, там вот. Ну, в общем, она была очень благодарна всегда Японии и всегда говорила об этом. Конечно, очень любила Россию, вот. Очень нравилась Абхазии. Япония потрясла Бубнову еще и тем, что в месяц Нюбай там постоянно шли дожди. Все буквально плавало в дожде. По признанию Варвары Дмитриевны, у нее было такое чувство, что она сама превратилась в дождинку. Она засыпала и просыпалась под звуки капель, падающих с крыш. И у нас в Абхазии есть свой Нюбай, правда, дожди не такие затяжные, и солнце радует чаще. Однако Варвара Бубнова все время подчеркивала природное сходство между Японией и Абхазией. Сухуми сейчас очень хорош. Видно, что погода не собирается обижать нас. Чудная осень, и цветет и благоухает мушмула. В Японии она не благоухала, а здесь такой нежный, тонкий запах. Я рада, что живу здесь. В
Сухумском ботаническом саду очень много растений из Японии. И в дожди, и в жару они прекрасно чувствуют себя в абхазских субтропиках. Японцы очень любят свои ухоженные сады и дворики. И у абхазов точно такое же отношение к своим приусадебным дворам. Конечно, она не ставила задачу и цель этнографически изобразить или отобразить жизнь и быт абхазов, но и тем не менее она показала, значит, абхазский домик, возможно, с которыми как бы уходит корнями в 30-е годы домик, но зато великолепно передан широкий двор. Абхазский дворик написано в излюбленной для Варвары Дмитриевны технике. Пользовался акварельными красками. И в данном случае, конечно, в цветовом отношении не самые ее излюбленные цвета. Почему? Потому что она часто пользовалась светлыми, значит, горячими, теплыми тонами. В данном случае мы видим зеленый цвет, синеватый цвет, ультрамарин и так далее. Это не совсем характерно. И тем не менее, видимо, этими цветами она хотела отобразить в своей работе абхазский двор. Первые работы Варвары Дмитриевны в Абхазии были выполнены в темном цвете, но вскоре ее картины заиграли красками. Никогда раньше ее работы не пылали такой яркостью. Тому виной новые впечатления, рожденные природой Абхазии, встречи с людьми нового уклада жизни. Это был поистине творческий взлет. Красочные и звучные пейзажи, натюрморты и портреты окружавших ее друзей. Можно отметить то, что вот скромность ее и скромность художественного языка, которым она пользовалась, скажем, акварель, сангина, пастель, тушь и так далее, все это говорит о неком таком незримой нити, которая связывала японскую культуру и с Абхазией. В Японии скромность, и в Абхазии скромность. А в цветовом отношении в Японии нет той пестроты, которая характерна для некоторых народов. И в Абхазии нет той пестроты, которая также характерна для других народов. И вот эта скромность и в цвете, и в поведенческой культуре делала ее очень теплым и значимым для искусства Абхазии. Она великолепно владела акварельными красками, то есть акварельной технологией. Писала великолепные натюрморты, великолепные пейзажи. Что значит писала? Значит, она буквально, значит, вот по бумаге могла провести кисточкой и сразу же показать объем и форму. То есть это достаточно высокий уровень овладения технологией живописи в акварели. Но абхазский период Бубновой, он интереснее, чем японский. Видимо, там была у нее очень трудная жизнь. Она, так сказать, война, землетрясение, пожары, эмиграция. А здесь вот был спокойный, поэтому здесь период творчества в Сухуми более продуктивный. Художница много ходила по окрестностям Сухума, интересовалась памятниками культуры, археологическими раскопками, встречалась с людьми самых разных национальностей, долгое время проводила на набережной под эвкалиптами и тут же делала наброски, на основе которых потом создавались пейзажи и портреты. Таким почти полвека назад увидела Сухум Варвара Бубнова. Те же пейзажи видим и мы, жители 21 века, уже в наше современное время.
В Абхазии, как и в Японии, у Варвары Бубновой появились ученики, последователи ее творчества. У нее было довольно много людей, которых можно называть учениками. Ну, во-первых, ученик был Веся Воронов, ее ученик был. Там, ну, Александр Лозовой, я не знаю, тоже общался, приходил часто. Но были и другие люди, которые ее почитали, абхазские, известные наши художники. Ну, я, например, знаю, что Юра Чкадо, например, знаю, что Иван Бастасик, вот, знаю мой брат, например, Геннадий. Потом Женя Котляров. У меня встал выбор, это я еще в школе учился, встал выбор, куда мне идти учиться и все. Ну, я понял по общему такому положению, что лучше ее никто меня не научит. Она не говорила, вот я так сделала, а вы сделаете теперь тоже так. Или не подходила там и не исправляла рукой. Вот то, что ты делаешь. Очень так деликатно, вежливо, так сказать, к этому ко всему подходила. Это, конечно, очень приятно было, такое отношение. Показывала других художников репродукцию очень много. Классику я имею в виду. Там и Рембрандт был, и, потому что она, хотя авангардная, но она никогда не отрицала таких художников и находила у них вот эти вот самые принципы интересные, и других художников показывала. И ты волей-неволей понимал, что тебе нужно в этой работе переделать уже в своей собственной. В Сухуми она пишет не только живописные полотна, но и исследования об искусстве. «Я чувствую себя хранителем сокровищ, хочу отдавать свои знания молодым», признается в письме Бубнова. Появляются статьи о трудной работе художника, пластический символ и другие. Варваре Дмитриевне было присвоено звание заслуженного художника Грузинской ССР. 90-летие Бубновой было торжественно отмечено в Сухуми выставкой и собранием в Союзе художников. Однако последние свои годы Бубнова провела в Ленинграде, откуда все и начиналось. И я, например, очень хорошо помню, когда она уже переехала в Петербург, отсюда в Ленинград, тогда еще Ленинград, это где-то конец 80-е годы, переехала туда, вот, и я работал в архивах исторических, и приходил туда, где жила Варвара Дмитриевна, но ей, конечно, там не нравилось, все очень мрачно, и вспоминала она Абхазию, все время вспоминала Японию. И в один из моих приходов, я помню, был там консул, японский консул, ее ученик. Вот, в частности, тогда ее вот наградили таким орденом, драгоценная корона, японским орденом. Вот. И она огромный вклад внесла, конечно, и в культуру Японии. Но в России ее, к сожалению, знали гораздо меньше, и знают гораздо меньше, чем там. Умерла Варвара Бубнова, когда ей было 97 лет, и похоронить себя завещала в Абхазии, рядом со своими сестрами. На Михайловском кладбище близ Сухума нашли покой 3 сестры Бубновы. Люди, объединившие 3 страны, сумевшие показать нам, как много между нами общего. Когда-то здесь росли японская сакура, русская береза и абхазский самшит. Сюда на могилу к тетушке хотела приехать Йоко Оно, жена легендарного участника группы «Битлз», ведь она является родной племянницей мужа Анны Бубновой. Уже в наше время
Благодарные жители Сухума ее именем назвали улицу в своем городе. На протяжении всей жизни Бубнова дарила свои картины людям и музеям. В Национальной галерее Республики Абхазия хранятся 60 ее работ. Периодически устраивает вечера памяти и выставки Бубнова искусствовед Аза Аргун. Я обращала внимание на выражение лиц людей, которые посещают выставку, и все вот эти мероприятия культурные, когда проходят, я вижу на их лицах одухотворенность такая, приподнятость. Люди окрыленные уходят с этих выставок и мероприятий. Может быть, поэтому как бы одна из причин, которая меня побудила создавать вот музеи. К сожалению, пока еще я как бы не добилась этого. Мне хочется, чтобы наша молодежь, чтобы те, кто родился уже после войны, они знали нашу историю, они знали многоликую нашу историю и тех людей, которые ее обогатили, которые одухотворили ее своим творчеством. Потому что история Абхазии – это какая-то частица мировой истории. Один ученый древности сказал: жизнь как пьеса в театре. Важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна. В случае с Варварой Бубновой она и продлилась долго, и сыграна на отлично.